Всем привет, искомый привет от Олега. Ну что, ребята, очередной выезд в сторону нашей первой избы. Сегодня у меня вот такая техника. Купил на этой неделе. Вот сейчас обкатываю. Это получается уже третий выезд на нем. Мотособака Альбатрос 8L. Ничего про него рассказывать не стану. Если интересно, там на втором моем канале Будни Олега, на 3 видео уже наболтал про это. Все, хватит. Вот. Для близких походов взял, купил. Посмотрим, как себя покажет. Сегодня еду. Хорошо, что сейчас передо мной кто-то вот рано утром проехал вот на двухлыжном снегоходе. Вот сани видно. И 2 лыжи тоже газку дал. Вот за ним я тащусь. Когда на нем ехал, как сказать, от села ехал до Алексеевки, ну это что-то с чем-то. Как будто эта техника стоит. Я в сторону уже не смотрел, я вот еду. Как будто я сижу просто на одном месте. Ну скоростью мало, до 20 км в час. А здесь вот именно на лесной дороге, у нас здесь такие вот, бураница такая волнистая, и самое это на среднем газу я ехал. Вообще кайф. В следующий раз, если я на нем буду ехать, я до Алексеевки, наверное, поеду на машине его увезу. Он компактную машину закинул и там в Алексеевке выгрузился, 4 километра, считай. Просто вот по дороге едешь, блядь, и очень долго. А здесь самое то, по тайге это вещь. Учусь потихоньку как-то. Вот так загрузился. Здесь у меня продукты, ледобур. Здесь у меня топливо. На всякий случай взял топливо, запас. Не знаю, сколько расход у него будет. До избы почти 14 километров и обратно 14. 28 получается сегодня я проеду. Здесь у меня жерлицы. И я сегодня еду ставить жерлицы. Вчера я рыбачил, ловил живцов. Сегодня уже буду ставить жерлицы. И сегодня 18 число. 18 января 2024 года. Завтра 19. Завтра морозы обещают. А послезавтра снова потепление. И, наверное, послезавтра я буду проверять. Вот такой поход намечается. Так что вам приятного просмотра. Сейчас я немножко пусть подостынет. Так редуктор вроде как все нормально. Он теплый, но не горячий. Вот. Здесь вот замерзает все. Вот тут цепной привод. Да, тепло. Хорошо рукой греть, вообще кайф. Вообще здорово, как будто вот эта температура для того, чтобы греть рукой. Вообще класс. Ну, сейчас дальше поедем. Погода сегодня шикарная. Ой, вчера ветрено было, жесть. А сегодня такой снежок. Ветер гудит в тайге спокойно. Штук 20 жерлиц поставим, а там видно будет, какая рыбалка получится. Так, первая остановка. Сейчас отсюда уже начну закидывать жерлицы, поставим. Так что потихоньку по пути будем делать все это дело. 5 штук, наверное, возьму.
Не, 6 возьму, а сколько поставлю. Так, раз. Бля. Вот и все. Пока здесь оставим все это дело. Ух ты! Снега по колено, блин. Глубоко. Глубокий снег. Да. Здесь, наверное, этот малыш нам не проедет по целине. Фух. Ну вот река. Так, спуск тут так себе. Вот здесь поставлю этот поворот. Так. Снега-то сколько. Ё-моё. Тонуть можно тут. Ух. Вот это да. Снега сколько, ребят. Как подниматься стану на. Фух. Ой. Опа. Так. Ой. Так далеко оказался, бля. Вот это спуск, ребят. Офигеть. Наконец-то. Вроде дошел. Так. Отсюда начну и буду ставить. Наледи нету. Хорошо. Здесь у меня это уже 5-й. Дальше не пойду. Там уже мелко становится. В принципе, можно еще вон туда под кустик. Помнится, там уже... Нет, туда не пойду. В общем, 5 штук на этом повороте получилось. Ну, примерно с таким расчетом я и ставлю. Как бы 4 поворота приметил. И на поворот получается 5 жерлиц. Именно жерлиц подставил, флажки. Еще предварительно вот такие кустики отмечаю. Так как, смотрите, какая погода. Во-первых, снегопад и метель. И, ну, как сказать, вчера вообще пурга была. Лучше так отмечу, чтобы не потерять. В прошлом году я когда жерлицы ставил, тоже без кустика, там вообще, вот ты ставишь, и вот эти следы все там ровно становятся, когда пурга начинается. Вон там наш столик. Еще я с того места буду вам показывать сегодня. Сейчас поднимусь туда, наверное, остановлюсь. И когда будем уже уезжать, снова остановлюсь. Может, до вечера уже будет сработка. Кто его знает. Но в этом деле я тоже новичок. С жерлицами мало рыбачу. Куда ставить, толком не знаю. Ну, примерно вот в глубину поставил. Но не так глубоко здесь. Мелкая становится река. Вот так все это выглядит. Вон там флажок. Если что сработает, это должно сработать.
Надеюсь, до послезавтра не замерзнет очень сильно. Посмотрим. Так. Вот так. Это получается второй. Третий прям напротив нашего столика. Третий, четвертый, пятый. Сейчас до избы еще второй омут будет. Я там еще поставлю штук 5. И поедем на избу. Самое сложное, ребят, это подъем. Подъем вообще офигеть. Смотрите, какой крутой берег. Не просто так, ребят, показываю. Это сейчас так, годами так уже стал этот берег таким. А вот там с другого берега луг. Конечно, все уже зарастает. Там поле было. В общем, круговые поля были. И тут бульдозером вот шел я с... Ну давайте как поднимусь, покажу вам. А подниматься очень тяжело будет, я думаю. Здесь запыхающие. Не знаю, как лучше. Упорно оно тут ледоворой. Какой крутой берег. Бревна тут лежат. Вот эти деревья каждый год сваливаются. Поэтому и бревна лежат. Фу, блядь, спотел уже. Жесть. Одет очень тепло. Таких подъемов еще у меня 3 будет. Так. Фу. Не может быть. Немножко запыхался, пока поднимался. Тяжело. Вот, начинал говорить про то поле. Вот. Там изба. Вот за этой опушкой леса. И вот это поле, смотрите, во что превращается, во-первых. Там подсада этого сосна вышла, вот смотрите. Прям тысячи деревьев. Не сотни, а тысячи. Вот, и там был луг. И этот луг, как сказать, косили траву, заготавливали сено. И про эту дорогу говорю, вот. Видно, как дорога здесь? Пробитая дорога. И в одно время здесь вот этот берег делали пологим. Бульдозером ли, я не знаю, чем. В общем, такой подъем сделали для подъема. И в одно время на Беларуси переезжали на другой берег за сеном. А сейчас такой берег, блин, ну, я не знаю, почти 90 градусов. 90 это слишком, но 70 градусов она, например. Вот. Сейчас я пойду к Альбатросу и поедем дальше. На пару поворотов. Немножко надо подостыть, конечно. А так, в селе сильный ветер, там открытое место, а здесь все-таки тайга и ветра нету. Лес гудит сверху, вот. Видно, что ветер есть, но здесь можно даже рыбачить без палатки. Следующий поход, наверное, возьму я рыболовные снасти и тут порыбачу. Здесь место хорошее. Тишина. Мертвая тишина. До весны все глухо в лесу. Ну вот.
Без подсоса ничего, вот так пипетку 3 раза нажал еще. Фу. Это не знаю, что там. Как велосипед, он легкий. Фу. Я здесь на Буране ездил, вот тут тропа, хорошо. Сейчас сверху еще посмотрим. На обратном пути я еще остановлюсь. Фу. Все хорошо видно. Раз, два, 3, 4, 5 штук. Отсюда так смотрю, может еще 6-ю надо было туда. Что-то вроде места еще, оказывается, есть. А мелководье чуть выше на повороте начинается. Посмотрим, может и... Если есть на глубине, должно что-то... Сработка какая-то должна быть. Ладно. Поеду я сейчас на другой омут. Также буду ставить. Тоже примерно 5 штук поставлю. Ну давай, бешеная табуретка, вперед! Поставил уже первую жерлицу на другом омуте. Ребят, вон там, 100 метров от меня косачи сидят. Штук 10 точно вижу. А подход-то какой хороший. Можно вот здесь, вон до туда подойти. Прям от силы 40 метров под выстрел. Вообще классно сидят так. Вон. Даже отсюда можно шмальнуть. 100 метров. Да какой 100? Даже ближе. Ну 100, до 100 метров примерно. А там уже наша изба, недалеко, за поворотом. Слышно, я услышал их ворчание, голову поднял, они там сидят. Ага. Некогда с ними баловаться, любоваться. Ружья нету. Сегодня рыбалка у нас. На сегодня это уже 10-й флажок. Вот так, снегу. Смотри, какая погода стала. Штиль. Такой спокойный снегопад. Чуть-чуть такой снежок идет. Ну, на этом повороте тоже 5 штук поставил. Нормально. Посмотрим, что-то есть или нету. Время покажет. И прошлую поездку я вам показывал, как в моей избе кто-то ночевал. И я подозревал, кто это может быть. Потому что каждый год на мою избу сюда приезжают рыбаки. И это я вам показывал водителя с Ямахой. Егор Васильевич. Отчество знаю, поэтому по отчеству называю его. И это сосед мой тоже, недалеко, через дом живет. Встретился, поговорили, да, говорит, мы здесь были. А говорит, у тебя там рыбы нету, мне так они сказали. Они жерлицы ставили возле избы. Что-то им ничего не попалось.
Может попалась, но он мало когда говорит что-либо. То я прямо говорю. Спросишь, всегда у него пусто. Или попалось 3 штуки. Вот такой человек. Ну да ладно, это его дело, конечно. Люди разные, знаешь, бывает. Сколько косачей там стреляешь. Да, в этом году ничего нету. А вот в прошлом году столько было, столько настрелял. Что в этом году происходит, ничего не говорят. А прошлогодние уже рассказывают. Вот. Не знаю, может боятся, чтобы сглазили. Или просто секрет. Так, ладно, иду, болтаю. Косачи я вам снимал, показывал. Ну, экшн камера, конечно, может даже и не видно было. А я вон с той жерлицы вот повыше еще на 30 метров пошел, и они уже улетели. Все. В сторону первой избы. Вот сейчас мы туда и поедем. Может, еще увижу. Где-то, может, там за рекой сидят. Сейчас самое интересное начнется. Сейчас я на мотособаке поеду. Ну, старая бураница есть, но может она уже в снегу. Даже думаю, буду буксовать ехать. Что посмотрим, что из этого получится, на что он способен. Слишком глубокий снег лезть не стану, насиловать технику. А так, думаю, ему сейчас достанется, если бураницы нету. А сейчас я буду подниматься. Вот еще два. Вот отсюда я вам косачей снимал на тех деревьях. А следующий кустик там уже сперва один улетел, потом сейчас стая. Не больше 10 там, оказывается, сидели. Так, все хорошо. На обратном пути остановлюсь, поснимаю. А сейчас газку на избу. Отошел с бураницы, все, забурился. Снега много, блядь. Такая борозда не справляется в цели.
Запыхался, ребят, честно говорю. Это то же самое, когда по глубокому снегу короткий буран не едет. В один. Этот, как сказать, мотобуксировщик не для такого снега. Здесь старая бураница. Но все равно снега вот. Ну вот, смотрите сколько. Он не справляется. Честно показывая, говорю. Но я знал, на что я иду, что я покупаю. Эту технику купил я для поездок именно по бураницам, по готовой дороге. По насту, по льду. Ну и возможно даже уже, как сказать, буду еще гонять летом, осенью. Посмотрим. Но этот глубокий снег, конечно. Да. Я бы сказал вам, нелегко. Ему и мне. Ну вот, а здесь ветрено, как ни странно. Ну, что изменилось? Прошлого раза, смотрите, сколько снега выпало. Очень много. Следов вообще нет. С собаками приезжали за елкой. Это было 28 декабря. Вот. Сейчас затоплю печку. Немножко подостыну. Может, чай попью. И еще выше поднимусь. Также буду ставить жерлицы. Чоловзоракарка. Снова приехали. Чоловзора. Кто-то вроде был. Она была, конечно, за аккумулятором-то приезжали. Потому что не так установили палку. И во-вторых, дверь закрыли. Я постоянно открытым оставляю. Чоловзоракарка. Ну это хорошие люди. Аккуратные. Бардак за собой не оставляют. Ящик сюда взяли. Вот сколько. Чоловзоракарка. Ну вот. Мандарин съели. Чеснок оставили. Этот взяли, как сказать. Как же. Аккумулятор. Дрова сожгли. Вижу. Но не раскололи, не оставили. Это большой минус для вас, ребята. Колотые дрова надо было оставить. Так. Тут банку оставили. Молоко. Или что тут? Банка интересная. Новая. Так переверну без крышки. Вдруг пригодится. Хорошая штука. Надо подостыть. Так. Смотрите, сколько еще груза. Вот столько снега. Ладно, выехать легче будет. Но все равно мотает туда-сюда, управлять тяжело. Да и горы. Придется попотеть еще мне, пока туда-сюда я буду ездить. Сперва выеду, потом опять заеду и опять выеду. Потом уже опять, потом уже уедем. Топливо примерно полбака, наверное, сжег. Не знаю, хватит, не хватит на обратный путь. Если хватит, сегодня получится у меня 30 километров здесь по катушке и еще 2 километра на рыбалку там от дома ездил. Но это я уже в конце фильма озвучу, там сколько топлива уйдет. Или на будни Олега канале. Так, а сейчас я затапливаю печку. Вот сейчас я, ребят, нюхаю. Вот тут у меня стык такой. Вот. И здесь. Все так и дергать. Некоторые подписчики, вы правы. Все-таки что-то вот тут шифонит у меня. Бля, чувствую я именно запах деготь и все это ерунду. Короче, летом я эту трубу переделаю. Вот. Буду переделывать. Короче, отвезу домой. И уже дома сварка переделаю, все капитально. Да.
Отсюда тоже идет, блядь. Вообще жесть. Вот это дёготь. Это фигня, короче. Все ясно, понятно. Будем ремонтировать.